Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатульна. И вот о чем сегодня в выпуске. Подготовка завершена. Все прекрасно понимаем, какая обстановка у нас сейчас. Все готовы работать. Как провожали мобилизованных татарстанцев, увидел Дмитрий Аренин. Операция «Модернизация». Быть просто дизайнером абстрактным – это сегодня не очень актуально. Они должны уметь включаться в любую работу, в любой вид деятельности. Студенты Казанского федерального университета создают новые модели экипировки для мобилизованных. Когда отправится первая партия, расскажет Рамиль Галиулян. Главная защита. Намного меньше стало, конечно, вот такого передвижения хаотичного. Когда в школах Казани установят все утвержденные средства защиты, выяснял Рамиль Шайдулин. После месяца подготовки и завершения боевого слаживания со сборного пункта Казань-Экспо проводили первый эшелон мобилизованных татарстанцев. Для выполнения задачи СВО отправились 700 человек. На плацу состоялся торжественный митинг. Защитников Родины напутствовало руководство республики, духовенство и волонтеры. Республиканское движение «Помощь рядом» укомплектовало военнослужащих необходимым снаряжением. Сеть магазинов «Бахетле» вручила в дорогу каждому воину продуктовый набор. Репортаж Дмитрия Аренина. Мобилизованного Ильнура пришли проводить его друзья и родные. Казанец служил в армии, потом работал токарем на Казань-Руксинтезе. Как сам говорит, он парень скромный, интервью давать стесняется. Надеемся на хорошее, только на лучшее, чтобы они все возвратились, все живыми, здоровыми. Ждем, будем ждать. На плацу сборного пункта Казань-Экспо собрался 1234-й мотострелковый полк. Подразделение сформировали из мобилизованных. Офицер запаса Альберт стал заместителем командира одного из батальонов. Прошли интенсивную боевую подготовку, 4-этапную. Все прекрасно понимаем, какая обстановка у нас сейчас. Все готовы работать. Перед отправкой торжественный митинг. Татарстанских защитников Родины от лица руководства республики напутствовала Лейла Фазлеева. Многие из тех, кто сегодня на плацу, это внуки, правнуки тех, кто защищал Советский Союз, защищал Родину, исполнял свой воинский долг перед Отечеством. И они продолжают, эти ребята, традиции, чувства и желание, чтобы они вернулись с победой, вернулись живыми, здоровыми, вернулись для того, чтобы продолжать жить на этой прекрасной земле. Как говорят опытные военные, для успешного выполнения поставленных задач главная дисциплина и слаженность. Семьям же мобилизованных будет оказана всевозможная забота. Мы на вас надеемся, на вас надеется республика, на вас в целом страна надеется. Вы мощная, несокрушимая сила. Успехов и побед вам! Главное, конечно, всем вернуться обратно живыми, здоровыми, с боевыми наградами. Мы вас всех ждем. И то, что было обещано руководством республики, касающееся ваших родных и близких, вашей семьи, поверьте мне, это все будет выполнено. Я это по себе знаю. Если президент пообещал, он свое слово сдержит. Республиканское движение Ердем-ЕНШ «Помощь рядом» укомплектовало мобилизованных всем необходимым снаряжением. Это 17 видов различной амуниции. На специальный благотворительный счет уже поступило более 20 миллионов рублей. Мы обошли практически 1000 семей на сегодняшний день. Эта работа ведется каждый день. И особое внимание этому уделяет Рустем Нургалевич Миниханов. Он дал поручение и главам районов и городов республики о том, чтобы каждая семья понимала, что она имеет возможность на нас положиться. С напутствием сегодня выступил и духовенство. Имам Руслан Хазрат, сам доброволец батальона «Алга». Поминайте Аллаха, Господа Бога, и Он обязательно нам всем поможет. Желаю всем вам вернуться. Я тоже после ранения собираюсь туда возвращаться. Первым эшелоном отправились 700 военнослужащих. В одной из воинских частей им предстоит докомплектование всеми видами вооружения и военной техникой. Перед посадкой в автобусы мобилизованные еще раз смогли пообщаться со своими близкими. На позитиве, скажем так. Готовились, да нормально, все сплотились, все познакомились. Большой привет всему Татарстану, хорошо, от наших бойцов. Держитесь, кулаки за нас держите.
В дорогу каждому бойцу сеть магазинов «Бахетле» вручила продуктовые наборы. Каждый продуктовый набор состоит из 12 именований продукции. Это вот, как мы видим, сухари, напитки, чай, сок, мясные паштеты. То есть все то, что способно храниться длительно в дороге и не испортиться. Муслима Латыпова сама приехала на сборный пункт и координировала выдачу продуктовых наборов. Это было ее личное желание – поддержать наших ребят. Она подчеркнула, это миссия всего коллектива. В общей сложности мы подготовили 7000 наборов. Каждый набор где-то весом около 3 килограмм. В общей сложности на 20 тонн. Это от нас, от души, с благодарностью нашим мобилизованным. Ожидается, что эшелоны с теми, кто уже прошел боевое слаживание на сборных пунктах, будут отправляться до 28 октября. Дмитрий Айрин, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Около 100 многодетных отцов Татарстана, которые в течение месяца были мобилизованы, должны быть возвращены в свои семьи. Цифру мы сегодня уточнили в Татвоенкомате. Напомним, накануне президент Татарстана, он возглавляет республиканскую призывную комиссию, дал поручение военкому совместно с призывными комиссиями районов организовать эту работу в кратчайшие сроки. Таким образом, призывная комиссия Татарстана отменила решение призывных комиссий муниципалитетов о мобилизации мужчин, имеющих на иждивении 3 детей до 16 лет. Отмену оформляют на основании заявлений самих мужчин и при предоставлении свидетельства о рождении детей. Отец 3 детей Виталий Данилов, о котором мы рассказывали в репортаже 21 октября, уже вернулся домой, сообщила нам его супруга. Кабинет министров Татарстана утвердил дополнительные меры поддержки семей мобилизованных. Документ сегодня подписал премьер Алексей Песошин. Итак, семьи с новорожденными обеспечат подарочными комплектами детских принадлежностей. Пенсионеры в семьях мобилизованных получат первоочередное право на путевки в санатории. Также в этих семьях пожилым и инвалидам социальные услуги будут предоставлять на дому бесплатно. Дети инвалидов мобилизованных получат преимущество при обслуживании в реабилитационных центрах и при приеме в соцучреждениях. Студентов, которые учатся очно по программам подготовки специалистов среднего звена в госучреждениях, обеспечат одноразовым горячим питанием. Школьники получат бесплатное двухразовое питание. Семьи мобилизованных с детьми от 7 до 17 лет в первую очередь получат путевки в лагеря. Дополнительные меры коснутся и бизнес-сферы. Члены этих семей, признанные безработными, получат преимущество при рассмотрении бизнес-планов. Также власти рекомендуют работодателям республики установить мобилизованным работникам единовременные выплаты. Органам местного самоуправления рекомендовано вне очереди зачислять детей мобилизованных в сады и освободить родителей от оплаты. Студенты Казанского федерального университета начали создавать новые модели экипировки для мобилизованных. Шьют с учетом всех пожеланий. Работают под началом военного консультанта, который сам прошел через зону СВО. По словам эксперта, опытные образцы амуниции по своим характеристикам будут превосходить существующие. Кроме этого, в стране набирают силу движением и рядом. В рамках акции студенты вузов и колледжей шьют теплые вещи, спальные мешки и другое необходимое для российских военнослужащих. В мастерской побывал Рамиль Галиуллин. Еще вчера здесь шили платья и юбки. Сегодня выпускают балаклавы, рубашки и термобелье. В этой мастерской за машинками будущие дизайнеры и модельеры. К работе в свободное от учебы время подключилась второкурсница Альбина Аминова. Эти изделия намного легче шить, потому что тут швы, отделочных строчек нет никаких декоративных деталей тоже нет. Самое долгое время, что занимает, это раскрой деталей. Созданием нового обмундирования для мобилизованных занялись в Институте дизайна и пространственных искусств КФУ. Опытные образцы должны превзойти уже существующие по характеристикам. По словам преподавателей, главная цель – создать более безопасную и удобную экипировку. Сейчас здесь работают над улучшением балаклав, тактических рубашек и разгрузочных жилетов. Мы здесь предполагаем замену вот этих вот застежек, потому что, вот, по мнению бойцов, это очень неудобно, они очень длинные, они очень мешают, особенно, еще раз говорю, да, когда идет вот это вот передвижение ползком, да, вот по земле. Вот эти вот железные, используемые в данном случае, да, железные застежки, они тоже не очень удобны, они натирают. Все модернизированные изделия опробуют в деле. Функциональность и удобство амуниции оценят в полевых условиях. Экипировку отправят в батальоны Тимер, Алга и Барс. Моделировать новые образцы помогает Евгений Жемков. Что такое спецоперация, он знает не понаслышке. Прошел через зону конфликта в мае. Например, там очень важная такая вещь, как газовый баллончик. Для газа приготовить пищу. А его там не было. И в военном штатным расписанием он не предусмотрен. Ни плиточка, ни газовый баллончик.
Может быть, и не надо на каждого солдата, но 1 на 5 он точно должен быть. Собрать материалы удалось общими усилиями. Помог бизнес и рядовые татарстанцы. Как отметили, задача не выйти на промышленное производство, а создать уникальные образцы. Речь идет именно о научной составляющей, что те изделия, которые сегодня здесь конструируются и моделируются, это улучшенные характеристики, это сниженная стоимость. Речь идет о формате некого конструкторского бюро. И результатом работы их служат патенты, научные исследования, разработки. Первую опытную партию экипировки на целый взвод планируют отправить к концу этой недели. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Больше 20 тонн гуманитарного груза сегодня отправят из Казани батальон Малга и Тимер в зону специальной военной операции. Здесь и теплые вещи, генераторы, инструменты, электроника, холодильники, газовые плиты, компасы, палатки и многое другое. Помощь собрали предприятия и организации. Госоркестры, госансамбли и студенты техникума художественных промыслов республики сшили больше 7 тысяч балаклав. Министерство сельского хозяйства собрало 6 поддонов молочной продукции, кильки и тушенки. Сегодня в ночь уходит 4 машины, то есть 2 фуры, общая масса порядка 23 тонн. И также по просьбе командования батальона «Тимер» мы закупили 2 автомобиля УАЗ, так называемая советская буханка, для того, чтобы выполнять какие-то определенные задачи по доставке боеприпасов, доставке необходимого имущества непосредственно на огневые позиции. В республике продолжается частичная мобилизация. В выходные в столицу провожали ребят из нескольких районов и городов. Так, из Набережных Челнов уехали 14 офицеров. В течение месяца они будут проходить обучение на полигоне танкового училища. Проводить их пришли родные, друзья, руководство города. Мэр Наиль Магдеев заверил, будут поддерживать семьи мобилизованных. Мы договорились с руководителем предприятий, организаций, учреждений, там, где вы работаете, что будет оказываться постоянная, подчеркиваю, постоянная материальная помощь и поддержка ваших семей. Мы ваших детей и ваших близких точно не бросим. Мы оставляем своих детей, хотим, чтобы они жили под мирным небом. Конечно, важно, это же наша страна, это наша родина, мы должны ее защищать. И сегодня на совещании в мэрии Альметьевска Тимур Нагуманов поблагодарил все предприятия города, которые оказывают спонсорскую помощь при подготовке комплектов для мобилизованных. Благодаря им ребята получили специальные рюкзаки с тактическим снаряжением. На днях в танковое училище, где сейчас альметьевские ребята проходят обучение, довезли еще одну партию: перчатки, балаклавы, наколенники, теплые одеяла, бронежилеты. Из-за ажиотажа специальное снаряжение доставать все сложнее, пояснил глава. Несмотря на это, все мобилизованные будут экипированы. Вчера мы отвезли всем, кого еще не успели, небольшие подарки тоже от предприятий, организаций, тактическое снаряжение, наколенники, налокотники, наушники тактические, разгрузки, перчатки, плащ-палатки, термоплащи, рюкзаки тактические и так далее, и так далее. Вот. Ну, такое уже более специальное оборудование. Пока на данном этапе у нас те, кто 29-30 мы отправляли, они все обеспечены 2 комплектами. На безопасность школ Казани в этом году направили больше миллиарда рублей. Основную часть этих средств направили на замену заборов вокруг учреждений образования. До начала работы ограждения были повреждены или вовсе отсутствовали в 40% школ и детсадов столицы. Сейчас там установлены не только заборы, но и контрольно-пропускные пункты, а также половина из запланированных камер. Через месяц работы должны быть завершены. Уроки закончились? Ляля Шагивалеева не переживает за безопасность своего внука. В августе в школе, где учится второклассник Саша, поменяли забор и ввели систему управления доступом. Дети ходят с магнитными ключами. Мы теперь на территорию школы практически попасть не можем, только с разрешения учителя. И дети ходят, обходят. Но, правда, далековато получается обходить. Вот ждем, когда турникеты нам откроют. Здесь будет поближе уже. 6-я гимназия относится к первой категории защиты от опасности. Согласно постановлению федерального правительства, она должна быть оснащена всеми средствами защиты: тревожной кнопкой, камерами, контрольно-пропускным пунктом и лежачим полицейским. Контроль существует, осуществляется, и намного меньше стало, конечно, вот такого передвижения хаотичного и несанкционированного, будем так говорить.
КПП, который оставался недостающим звеном в защите гимназии, здесь начали строить летом. Сдать планируют уже через неделю. Контрольно-пропускной пункт в какой-то степени усиливает охрану технически. Теперь здесь в автоматическом режиме с помощью вот таких турникетов можно будет узнать, сколько человек вошло в школу и вышло из нее. А внутренние металлорамки проверят, имеет ли входящий при себе что-то подозрительное. Такие же меры должны быть внедрены минимум в 22 школах. Столько учреждений Казани относятся к первой категории безопасности. Ограждения должны быть заменены в 281 образовательном учреждении, школах, детсадах, местах получения доп. Образования. Об этом сегодня рассказали в Казанской мэрии, призвав не тянуть со сроками и, к примеру, все камеры установить не до конца года, а уже в следующем месяце. Размытые сроки до конца года, порядка более 600 камер. Дмитрий Александрович, я прошу тоже вас обратить внимание, давайте ноябрем это все закончим. Здесь же сообщили, на защиту школ и детсадов уже направили свыше 1 миллиарда рублей. Из них 992 миллиона на заборы. Ограждение вокруг школ и детских садов – это не просто какая-то прихоть, это реальное нормативное требование, которое мы обязаны выполнять. Поэтому все, чужих людей на территории школы или детского сада быть не должно. Это табу. В эти дни почти в 200 школах и детсадах завершаются работы по обустройству пунктов охраны с видеонаблюдением. На 106 объектах усовершенствованы кнопки тревожной сигнализации. До конца года модернизируют еще 185. Рамиль Шайдуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Новые очаги африканской чумы свиней обнаружили в Алькеевском и Пестричинском районах республики. Вирус нашли у диких кабанов в 2 охотничьих хозяйствах. Теперь в радиусе 20 километров объявлен карантин. В эту зону вошли 68 сел и поселков Алькеевского, Спасского, Пестричинского, Лаишевского и Рыбнослободского районов. Указ о карантине подписал президент Рустам Минниханов. Согласно документу, в угрожаемых зонах запрещен вывоз и ввоз свиней, заготовка мяса животных, а также охота на диких кабанов. В зоне наблюдения ЧС сейчас числится 29 районов республики. Первую вспышку вируса в этом году зафиксировали в августе в Спасском. Цены на квартиры в Казани падают, с рынка уходят инвесторы. Что будет с недвижимостью в условиях геополитического шторма, читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в присутственных местах Казанского Кремля с участием Минтимира Шаймиева открылась выставка «С Востока свет». На ней представили 260 картин, созданных в рамках всероссийского пленэра, прошедшего в августе в Болгарии и посвященного 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. Художники из разных городов страны отобразили на холстах природу, сохранившиеся и воссозданные памятники болгарской эпохи. О творчестве с древней святыни в нашем репортаже. То, что он вот пол бестелесный, это требование ислама. Татарстанский скульптор и художник Рустам Габасов за 2 недели всероссийского пленэра создал сразу 3 скульптуры и 2 картины. Как говорит, древнее святое место навевает много сюжетов для творчества. Особенно мастер гордится своим изваянием сахаба, странника, принесшего религию. Самое главное – это Коран, это посох, потому что он из дальней страны. Как бы символ путешествия. И стоит он на такой круглой полусфере, то есть выпуклый такой, значит, это как бы земной шар, по которому распространяется ислам. Не очень-то довольны. Не только клиента, мында перегруз. С работами мастеров сегодня на выставке ознакомился Минтимир Шаймиев, государственный советник. В августе посещал и пленэр, когда художники в Болгарии только писали свои работы. 67 мастеров из разных городов страны создали 260 произведений. На полотнах каждый передал красоту, древнюю историю и культуру болгарской цивилизации. По глазам видно, знаете? Так в болгарской красавице на холсте сразу читается современная казанская девушка, с которой писали эту картину. Есть внутренний такой, значит, как там сказать, чистота души. Вот есть вот отсюда, надо смотреть. И какая-то грусть немножко есть. Ну, не я нарисовал, это я... Вы почувствовали художника и ее. Большинство произведений посвящено 1100-летию официального принятия ислама в Волжской Булгарии, который в этом году отметили на федеральном уровне. В своем выступлении Минтимир Шаймиев еще раз подчеркнул значимость этого исторического события. Это как Божий дар.
как Божий дар. Вот таким мирным путем, значит, признание 1100 лет тому назад свободное соединение ислама православной страной России, и видя праздником в этом году это увидели. Организаторы пленэра «Духовное собрание мусульман России» сегодня еще раз поблагодарили Минтимира Шаймиева и руководство Татарстана за то, что древняя мусульманская святыня была восстановлена, и сегодня ее красоту могут увидеть гости со всего мира. Сегодня булгары, они в таком презентабельном состоянии. Вот видя эту красоту, получаем некую такую позитивную энергетику, которая нас возвышает. В восторге от красот Болгара и творений, созданных на его просторах, сегодня остались сотни посетителей. Художники смогли передать эту красоту мечети, архитектуру. Прекрасно. Мы уже тут с подругой и сфотографировались и на фоне. Ходим, любуемся, наслаждаемся. Выставка в Казанском Кремле продлится до 10 ноября. Затем экспозицию смогут увидеть жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны. Радик Фархулин, Дмитрий Аренин, Алмаз Зиаддинов, ТНВ Казань. В Ахитовском суде Казани продолжается рассмотрение громкого дела о многомиллионных аферах с инвалидными колясками. В качестве потерпевшего выступает Фонд социального страхования. По данным обвинения, из-за действий двух своих сотрудников, бывшего заместителя управляющего ФСС Камиля Фатыхова и экс-начальника отдела Марата Сагирова, организация потеряла 14,5 миллионов рублей. Их обвиняют в том, что по данным следствия в 2018-2019 годах они получили доступ к персональным данным инвалидов, которые стояли в очереди на протезы и коляски. Выходили на них и предлагали приобрести товар через фирму, в которой работал младший брат Марата Сагирова, и получить за это денежную компенсацию от ФСС. Под видом дорогих, как заявляет сторона обвинения, по этой схеме реализовывались дешевые и некачественные средства реабилитации. В итоге размер выплат из бюджета в разы превысил реальную стоимость купленного оборудования. Обвинение считает, вина их будет доказана, соответственно, собранными доказательствами. Там огромное количество свидетелей, соответственно, и подтверждающие документы. Соответственно, причастность остальных лиц к совершению данных деяний в достаточном объеме имеется больше 80 томов. Соответственно, доказательная база имеется. Считаю, что решение будет в пользу обвинения. Перспективы пока на данном этапе предсказать сложно. Сейчас идет оглашение материалов, оглашение показаний, точнее, инвалидов, представителей инвалидов. На данном этапе добавить пока нечего. Благие намерения, то есть сам Фатыхов никакого участия в этом не принимал, то есть он пару раз, наверное, проконсультировал человека. Вот исходя уже из показаний допрошенных свидетелей, усматривается о том, что на тот момент очередь в колясках была около 2000 человек в год, то есть недопоставка колясок. И вы сегодня прекрасно услышали о том, что инвалиды все они довольны. Кто-то даже рад, что им поставили коляски. Суд по этому делу начался почти год назад. За это время провели около 40 заседаний. В общей сложности зачитать обвинению предстоит около 90 томов. По делу проходят 200 свидетелей. Двое бывших сотрудников ФСС все это время находятся под стражей. Основная статья обвинения – мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы. В Нижнекамске звезды российского футбола провели мастер-класс для юных спортсменов. Экс-футболисты сборной России Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Руслан Пименов, экс-игрок женской сборной Елена Терехова, а также чемпион мира по пляжному футболу Борис Никаноров провели урок футбола в рамках акции «Футбол в школе» совместного проекта Российского футбольного союза и компании «Сибор». Это сборная России по футболу и проект «Футбол в школе». Всем привет! Именитых спортсменов на Нижнекамской земле ждали, поэтому встречали со всеми почестями. Спасибо. Наше отечество, Прием, Россия. Огонь. Спасибо. Это футбольный манеж. Сотни юниоров ждут встречу со звездами российского спорта. Гостей приветствует мэр города. Те мастер-классы, которые в рамках этого проекта реализуются, сделают наших ребят еще лучше. И мы получим максимум хорошего задора, лучшие практики, которые используют наши футболисты. Встречи с именитыми спортсменами проходят при поддержке Российского футбольного союза и компании «Сибор» в рамках проекта «Футбол в школе». С 1 сентября в нем участвуют более 2000 школьников из 48 регионов страны. На этой встрече от спортсменов мастер-классы от звездных футболистов Андрея Аршавина, Владимира Быстрова и Руслана Пименова. Покатали мяч и вместе с чемпионом мира по пляжному футболу Борисом Никаноровым. Год-полтора занимаемся этим. В
принципе, я так понимаю, что и отзывы, что у детей это откладывается. Много девочек приходит, и, как это ни странно, они потом реально начинают заниматься футболом. Ну а в целом это просто пропаганда здорового образа жизни. Вы большие молодцы, что воспитываете правильные ценности. Ведь дети – наше будущее. Сегодня мы с ребятами сделаем все, чтобы этот день вам запомнился навсегда. Ключевой момент встречи – выставочный матч звезд футбола с амбассадорами проекта «Футбол в школе». Первый гол в ворота профессиональных спортсменов забивает Михаил Емельянов. Очень сильно доволен, то, что забил таким футболистам, как они, которые играют в большом футболе, в профессиональном уровне. Долгожданный момент — автограф-сессия с Андреем Аршавиным. Это впечатление, счастье, радость. Вообще неожиданно как-то. Да. Мне сказали, я приехал с ними, и вот уже автограф есть. Да. Все обзавидуются. Уроками для детей звезды футбола не ограничились. Надев на себя спецодежду, они отправились на нижнекамское предприятие «Сибура». Им показали производственный процесс. Футболисты смогли сделать несколько упражнений с импровизированным мячом из каучука. А после Владимир Быстров принял участие в загрузке контейнера с каучуком. Работа непростая. Нужно поднять брикет весом в 30 килограммов и поместить в бокс. Тяжеловато. Ну, ничего легкого не бывает. В завершении встреча знаменитых футболистов с сотрудниками Нижнекамскнефтехима. У каждого была возможность сделать памятное фото и взять автограф. Гульнара Минихан, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. До встречи. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты «Мир» Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход 1 на 1 Он чуть не попадает прямо в девятку, а? Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. Срочно нужны деньги? Поможем всем, от студентов до пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 931 106 54 91. Карта забота платежной системы «Мир» от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. В «Белке» новое поступление шуб и дубленок. Скидки на все. «Белка», Татарстан 7. Халыкара татар җыры эстрада фестивале Мәскәүдә. Зөлфәт Хаким, Дина Гарипова, Әнвәр Нургалиев, Айдар Галимов, Фирдус Тимаев, Салават һәм башкалар. Зур гала-концерт. 20 ноябрь. Дәүләт Кремль сарае. Билетлар заманча.ру һәм Кремль сараенда сатыла. Здравствуйте, в студии Гульшат Гельмуллина. Октябрь продолжает раскачивать нас на погодных качелях. Во вторник погодные процессы снова изменятся. По данным сервиса Яндекс.Погода, во вторник в Бугульме, Бавлах, Азнакаево облачная погода без существенных осадков. Ночью и днем до 2 градусов тепла. Аналогичная ситуация в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Небо в облаках, ветрено. Днем не исключен небольшой дождь. Температура до 3 градусов со знаком плюс. В Агризе, Менделеевске, Актаныше преимущественно без осадков. Ночью около 1 градуса тепла, а днем около 3 градусов. В Арске, Кукмаре, Балтаси небо затянуто облаками, но осадки не ожидаются. Ночью около 0, днем максимум 3 градуса тепла. Облачная погода ожидается в Болгаре, Доржаном и Буинске, преимущественно без осадков. Температура в дневное время
время не выше 4 градусов тепла. Порывистый ветер в Альметьевске, Чистополе и Мамадыше. Облачно, без существенных осадков. Ночью около 1 градуса тепла, в низких местах слабо морозные значения. Днем до 3 градусов тепла. В среду прояснится, осадки не прогнозируются. Температура станет ниже. В Казани ожидается облачная погода. Днем не исключен небольшой мокрый снег. Ночью около 2 тепла, днем до 4 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, порывистый. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 83%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Заглянем напоследок в народный календарь. Если в ночь на 25 октября небо прояснится и будут видны звезды, то и снегопады не за горами. Проверим. На этом сегодня все. До скорых встреч!